Слушай, Алсу, ну не раз приходилось встречать в республике, там и в Уфе, разных гостей, и высоких, и не очень. И каждый раз мы ломали голову, куда их повезти и что им показать. Но вот, к сожалению, вот у нас красивейшая там природа, отличные места, да, но потенциал наш огромный, туристический, не используется, по-моему, даже наполовину не используется. Скептики тебе могут сказать, зачем нам нужен этот туризм, туристический потенциал. Ну вот кому надо, те приедут, все посмотрят и спокойно уедут. Зачем он нам? Слушай, что ну нам вообще с этого? даже странно слышать, но это же не только там для имиджа или патриотизма. На самом деле это целая отрасль, которая могла бы приносить отличные там доходы, немалые деньги. Вот, допустим, взять наших пресловутых соседей, да, не будем называть их вслух, но туда же едут ежегодно миллионы людей там со всей страны. Почему не будем называть? Вот смотри, туры из Уфы в Казань есть, а обратно нету. Почему? Ну, слушай, ну, риторический вопрос. Да потому что нет у нас системного развития туризма в регионе. У нас есть комитет, там, да, который занимается туризмом, но у этого комитета, как орган исполнительной власти, тот же самый туризм, знаешь, как бастард просто. Бастард. До него то ли руки не доходят, но как-то он на обочине их внимания находится. Знаешь, они там пишут планы, и видела я эти планы. И отчеты на них, Ну, где написано, что просто у населения нет денег путешествовать поэтому они по не Уфе. едут? Да, вот такой бред. Да, странно. Давай обсудим это. Туризм, правильно, если подойти, это вторая нефтянка, которую надо развивать. Туризм – это как сирота сейчас. Туры из Уфы в Казань есть, а обратно нету. Почему? Смотрите, это провокационный вопрос, но... Конечно. Уфа не проигрывает, Уфа выигрывает у Казани и многих других городов. Ребята, давайте так, сейчас пришел новый министр, займитесь этим кто-нибудь. Там, где туризм хорошо развивается, им занимается государство от сверху донизу. Туризм – это очень широкая отрасль экономики. Про внутренний туризм в Башкортостане говорят много. Нам действительно есть что показать другим и где отдохнуть самим на своей земле. В бюджет республики ежегодно закладываются десятки миллионов рублей на программы развития туризма. Планы строятся, деньги тратятся, а итог до сих пор не радует. Турецкий берег дешевле башкирского санатория. Уфимские экскурсоводы настолько эксклюзивны, что цена за их услуги выше желания ими воспользоваться. На популярных точках притяжения в горах и лесах нет необходимой инфраструктуры, элементарно туалетов и мусорных баков. Что мешает развиваться туризму в Башкирии, разбирался Разиф Абдулин. Начало улицы Ленина. Одна из точек, куда экскурсовод Кристина Абрамичева приводит гостей, чтобы показать дом специалистов. Его адрес Ленина 2. Для меня он прежде всего связан с какой-то такой грустной историей, потому что многие башкирские деятели культуры, которые здесь жили, уехали отсюда на черном воронке и, собственно, не вернулись. Кристина проводит авторские экскурсии по Уфе, в которой, по ее мнению, много чего можно показать. Уфа – место интересное для городского туризма, но пока масштабировать авторские экскурсии явно не удается. Когда я предлагала нашим, допустим, турагентствам городские маршруты, они говорили, не пользуются спросом. Александр Гончаров занимается внутренним туризмом уже 30 лет. Уфа может принимать в год до 10 миллионов туристов, считает он. По своему потенциалу Уфа не проигрывает, Уфа выигрывает у Казани и многих других городов. Другое дело, что может быть неразвитость инфраструктуры, самое главное выстроенной системы туристической. Тут да, мы проигрываем, и на данный момент, наверное, самое главное, что проигрываем в объеме туристов. Раньше в Уфе было не так много гостиниц. Сейчас их больше, но все равно не хватает доступных номеров, считает эксперт. Мешает увеличить поток туристов и многое другое. Нет специальных экскурсионных автобусов, навигации для гостей города и других простых вещей. Если сделать такую мобильную карту общественных туалетов по городу, наверное, это будет востребовано, да, такое приложение. Мы очень много говорили и обсуждали, что нету в Уфе нормального экскурсионного транспорта, автобусов, и их нужно приобрести. Вопросы развития туризма с первого взгляда кажутся не самыми насущными для региона. Куда важнее дороги, подъезды, дворы, недострои. Но здесь важно видеть перспективу. Путешествие – это мировой тренд. Люди хотят знакомиться воочию с разной культурой, и в этом смысле история и природа Башкирии буквально золотая жила. Пещеры Шульганташ, геопарки Янгантау и Таратау, известные земляки Рудольф Нуриев, Земфира, Шевчук, Аксаков, Нестеров, богатая история, национальный колорит. Все эти элементы при правильном подходе должны привлекать туристов и формировать портрет родного региона.
Но эту туристическую красивую карту Башкирии пока по-прежнему рисуют только в планах. Без жесткой руки здесь, видимо, не обойтись. В итоге Ради Хабиров взял вопрос туристического развития региона под особый контроль и ввел в свой график совещание по туризму, так называемый туристический час, в дополнение к остальным отраслевым. Так почему до сих пор Башкирия, несмотря на свой огромный потенциал, не в топе у туристов? Почему интересные идеи и планы остаются на уровне презентаций и газетных статей? И что мешает их реализации? Почему в знаковых туристических местах нет элементарного сервиса? Все эти и другие вопросы мы вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями обсудим сегодня в студии программы «Честно говоря». Итак, Салават Нафиков, директор санатория Ектыкуль. Салават Нафиков назначен председателем Госкомитета Башкирии по туризму на следующий день после записи программы. Вячеслав Васильевич Аброщенко, первый заместитель руководителя Башкирского регионального отделения Русского географического общества. И Камил Серезидинов, известный туроператор и руководитель Ассоциации туриндустрии Республики Башкортостан. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости, спасибо, что пришли. Ну, понятно, что огромный потенциал Республики Башкортостан туристически, да, не используется не то что в полной мере, а даже там на условные 50%. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, это прежде всего государственная задача или это бизнес-задача? Вячеслав Васильевич. Я твердо могу сказать, что это, конечно, государство, это, конечно, республика. Конечно, я считаю, что при главе нашей республики должен быть совет по туризму из очень знающих и великолепных людей. Тем более Ради Фарид чувствуется, что он энергичный, он хочет для республики хорошего. А здесь ведь деньги, здесь ведь имидж, здесь, будем говорить, воспитание, патриотизм. Здесь все, что есть, здесь находится в туризме. Все упирается в туризм. Туризм, да. Салават, вот аналогичный вопрос. Я могу однозначно сказать, что есть вопросы государственные, есть вопросы бизнеса. То есть есть вопросы еще, самое главное, потребителя туристических услуг. То есть те ценности, которые нужны потребителю, надо понять это и государству, и услышать бизнес, да, и совместную стратегию разработать развитие туризма. Государство не может бесполезно вкладывать деньги на развитие, если не будет отдачи. Мы должны увидеть отдачу. Сегодня туризм в Башкирии он есть, но он не систематизирован, он непонятен. То есть, и он хаотичен даже, я бы сказал так. И нет системности. Системности нет, да, системности нету. Нету правил игры, непонятно, кто от чего сколько получает, для чего получает. Если даже возьмем вот глав сельских поселений и муниципалитет, да, они многие не заинтересованы в развитии туризма. Почему? Потому что нету отдачи. Салават, я прошу прощения, прерву. Да, вот, допустим, для условного главы Бурзянского района, ему разве не интересно развивать территорию вокруг Шульганташ? Надо честно признать, в Заурале практически все районы являются сегодня дотационными, да? Дотационными, в том числе Бурзянский район. Те деньги, которые приходят через туризм в Бурзян, вот это копейки, очень маленькие. Наша задача сейчас как раз-таки развивать туризм таким образом, чтобы местный муниципалитет ушел из дотации, получил, наоборот, чтобы было выгодно, донором. Да? Ради Фаридович как раз об этом говорит. Если туризм правильно, если подойти, это вторая нефтянка, которую надо развивать. Но тут законы экономики и в Африке, законы экономики, и в Башкирии, они одинаково работают. Есть спрос, есть должно быть предложение. Кроме этого, есть государство в роли регулятора. Все равно главную скрипку, руководящую, координирующую роль должно выполнять государство, да. Но у нас очень много примеров во всем мире, где государство к туризму относится по-другому. Есть очень много примеров в регионах, где регионы относятся к туризму как отрасли, которые приносят деньги. У нас на данном случае этого нет. Я еще раз говорю, мы республика, которая от туризма получает, не получает ничего на самом деле. Сегодня не получает практически ничего, если не рассматривать как только Санкур. Санкур приносит деньги. Это немного другая история санаторно-курортного лечения. Или все-таки медицинский туризм, он тоже? Нет, Руслан, здесь можно поспорить, потому что в любом курорте, санаторный курорт, это санаторий, скажем, это является якорем, градообразующим предприятием, которое является якорем именно для этого курорта. Вот, допустим, возьмем озеро Банное, да, вы имеете в виду, что вот приехал человек из Уфы отдыхать в Ектыкуль, в санаторий Ектыкуль. У него перед ним и горнолыжка, рядом, там, скажем, Абзаково, по озерам можно поездить. Вы про это говорите? Да. Мы являемся якорем, потому что весь основной поток, который сегодня идет, который круглогодичное заполнение обеспечивает, это в первую очередь санаторий сегодня. Другого пока нету, к сожалению. Камил, как участник рынка, твое мнение? Честно говоря, спасибо за приглашение, но пока мы все, и участники турбизнеса, и представители власти, государства не начнем действовать правильно. Вот от того, что мы только туроператоры или там гостиницы или турбазы действуем,
там, рекламируем Башкирию где-то в своих постах, там, в своих каких-то... У нас нет таких миллиардных бюджетов или миллионов бюджетов, чтобы на всю федеральную или там, на каких-то международных площадках рекламировать всю республику, все наши красоты. Но для этого нужно, конечно же, государственно-частное партнерство, чтобы там, республика выставлялась в международных выставках туризма в Москве, там, в Сингапуре, в Германии и в других местах. У нас сейчас этого нет. Сейчас оно есть, но не на должном уровне. Вот вопрос к вам, Камил. Мы знаем, что вы делаете туры из Уфы в Казань, правильно? Автобусные туры. Да. Да, автобусные туры. Вопрос такой, почему нет обратных туров из Казани в Уфу? В принципе, очень много людей из Татарстана, из близлежащих наших соседних регионов, из Москвы даже, ездят к нам, в Башкортостан. Но это частные. Но это, так сказать, называемые дикие туристы. Так. Но чтобы автобусные потоки, турпотоки пошли в наш регион, мы должны обозначить некие точки притяжений. Допустим, аквапарк появился, но почему туристов нет? Потому что этот аквапарк ничем не отличается от аквапарков Самары, или там Оренбурга, или других регионов. Мы должны отличаться от других регионов, чтобы, может быть, какой-то океанариум должен появиться, самый большой в России. Может, какой-то, я не знаю, зоопарк. Та ниша, которая сейчас сегодня говорит, если есть эти аквапарки, зачем достраивать еще один аквапарк, и зачем Уфу мы, то есть на первые роля вытаскивать, да, если у нас есть уникальная природа, у нас уникальные озера, горы, пещеры, да, вот это есть та самая уникальность, которую нужно упаковать и продавать. Спасибо. А недавно своими эмоциями по поводу отношения чиновников к развитию туризма поделился в соцсетях Ростислав Мурзагулов. Вот что он написал. Обсуждать развитие туризма без помощи убедительных жестов из 90-х пока не получается. На сарматское золото даем смотреть разок в дверной глазок. Сайты делаем по полгода. Турбизнесменов баним, как помойных котов. Но не привыкли у нас к туризму относиться как к серьезному делу. Оттого и всего одно наше событие есть в топ-200 Ростуризма. День 1000 музыкантов сделано не благодаря, а вопреки правительству РБ. При том, что по интересу туристов мы твердо в топ-10. Надо систему менять. Эксперты в голос говорят, развитие внутреннего туризма – это вопрос государственный. Послушаем их доводы и обсудим. На мой взгляд, развитие внутреннего туризма – это совсем не коммерческая история, это абсолютно государственная задача. Туризм должен быть доступным, он должен быть всесезонным, он должен быть всепогодным. Наверное, нужно вычленить самые главные направления и определить якорные точки. Мне кажется, что этими якорными точками являются крупнейшие здравницы Республики Башкортостан. Республика уже сейчас обладает полностью тем потенциалом, который могут сделать его магнитом для внутреннего туризма и для въездного туризма. Единственный минус у нас мы этот потенциал не используем даже на 5%. Я изучал этот вопрос. Там, где туризм хорошо развивается, им занимается государство от сверху донизу. Туризм у нас остается как бы вот по остаточному принципу. И по финансированию, и по вниманию вообще. Что для вашего бизнеса было бы сделано для того, чтобы он развивался еще больше? Что нужно сделать? Смотрите, чтобы именно если взять в частности туроператорскую деятельность, и которой занимаются туроператоры по внутреннему туризму, все-таки надо бы решить вопрос транспорта. Не хватает автобусов. Хороших, комфортабельных автобусов. Экскурсионный автобус. Автобус с 50-местным, он стоит около 15 миллионов рублей. Так. Один автобус. Туроператоры, которые занимаются активно перевозкой людей, им одному туроператору нужно как минимум 5-6 автобусов таких. Это около 100 миллионов денег. Если это покупать, каждый туроператор будет покупать, он, в принципе, этот транспорт не окупаем. Чтобы туризм внутренне развивался, нужно не только создавать какие-то инфраструктуры или турмаршруты, но и поддерживать именно развитие транспортной инфраструктуры, какие-то, может быть, беспроцентные кредиты, или, может быть,
субсидирование 50 на 50. Но мы сейчас говорим о возможных мерах государственной поддержки. Да. Но я бы хотел так сказать. Без истории, не зная истории, сегодня сложно вопрос этот рассматривать. По детскому туризму в Советском Союзе Башкирия занимала первое место. По конным маршрутам первое место. А та входила в тройку лидеров. У нас потенциал огромный. И этот потенциал нужно обязательно сдвигать. По туризму внутреннему есть, конечно, будем говорить, очень большие задачи, которые нужно нам решать. Камил, вы со своими предложениями за помощью обращались в правительство? Честно, не было веры и надежды, и поэтому не обращался, но с приходом Радия Фаритовича попал в рабочую группу. Скажите, и туризм вы согласны вот с этими оценками, да, что туризм находится на обочине внимания государственного органа соответственно? Туризм это как сирота сейчас. В свое время был удивлен, когда узнал, что во Франции туризм занимает первую строчку по доходам бюджета. Первое место. Во многих странах. Во многих странах, мы же об этом сейчас и говорим, что вот возвращаясь к началу разговора, пока в республике четкого понимания не будет, начиная от руководства, да, до, Камиль правильно сказал, до последнего человека, именно с точки зрения экономики, туристическая отрасль должна стать именно доходной и не только основополагающей, может быть, даже. Вот о чем говорит, во Франции, да, были проблемы когда-то, но они же сделали, смогли. Теперь это туризм, это приносит реальный доход. Арабские Эмираты, Турция, Саудская Аравия Саудская Аравия сейчас даже переориентируется. Очень много вкладывает. Да, очень много примеров, на котором мы как бы соскакивая с этой нефтяной иглы, условно говорю, да, там, то есть именно с промышленности. Конечно, мы никуда с ней не денемся. Не денемся, но мы хотя бы, наша задача не стать 100% доходной республикой за счет туризма, да, такую задачу, это сложная, но она может и выполнимая, как к этому подойти? Не за 2, не 1 год, а за определенное время. Знаешь, Руслан, пока по нашему разговору складывается такое впечатление, что эмоций по поводу развития туризма много, такого негативного. Люди искренне переживают за это. Конкретики не хватает. Потому что никто не может понять, что при таком потенциале, при такой красивейшей природе и массе знаковых мест у нас это не работает в полной мере. Хочется узнать, какие конкретные шаги, что ли, необходимы для того, чтобы все сходятся на том, хотя у всех разные мнения, что нам не хватает некой стратегии, да, о чем говорил Салават, программы развития такого стратегической, чтобы дорожной карты не хватает, как мы должны двигаться. Давай поподробнее об этом поговорим. Хорошо. Походы в лес, ночевки в палатках и песни у костра. Этот огромный пласт советского бытия и сознания сегодня, увы, не в тренде. Современный турист хочет комфорта, сервиса и цивилизованного отдыха с четкой логистикой и необходимым сервисом, включая пресловутый сортир и мусорный бак. Что из этого есть на туристических маршрутах, а над чем предстоит еще работать? Репортаж от профессионального путешественника Олега Чагадаева. За моей спиной аэропорт Уфа, и мы решили поставить небольшой мысленный практический эксперимент. Я московский турист, прилетел в Уфу и хочу попасть на вершину горы Иремель. 3 часа на машине, и вы в прекрасных диких горах Южного Урала. Покидаем аэропорт, и конечно, хотелось бы видеть указатели. Здесь бы под знаком Оренбург можно было бы написать Иремель, Шульганташ, Национальный парк Башкирия, Шиханы. Думаю, было бы уместно. Это скорее важно, как такая небольшая реклама, да? То есть лишний раз напомнить о том, какие у нас есть прекрасные достопримечательности, вписать это логично в инфраструктуру дороги, почему бы и нет. Только что проехали Абзановский водопад, указателя тоже не было. Но нет указателя, нет водопада. Немного в сторону, и мы можем попасть в Аскидскую ледяную пещеру. Уникальный объект. Пещера, которых, по-моему, нету равных в России, а может быть и даже в Европе. Но опять же нет никакого указателя, ничего. Это обзорная площадочка такая, которая превращена в склад для каких-то стройматериалов, вообще помойку. Можете посмотреть. Посмотрим, насколько удобно посещать обычному человеку пригородную гору Малиновую. Спойлер, неудобно. Друзья, посмотрите, этот маленький указатель Малиновка, такой неприметный, меньше, чем автозапчасти, показывает нам направление на один из основных, главных туристических
центров и в горной части Южного Урала. Вон Малиновка за моей спиной, вот вы ее видите сейчас. А дорога идет вон туда, в частный сектор. Ну вот, друзья, мы побывали на горе Малиновой, точнее не побывали, потому что дальше, чем этот брод, мы сегодня не проедем. Построили новый мост буквально за месяц. Хорошо, 2 года моста здесь не было нормального, был временный. Дальше еще более страшно. Вы будете идти вон к той вершине, вон она виднеется за лесом, по щиколотку в грязи. У вас будут разъезжаться ноги, и все это будет смешано с конским пометом. В более дождливую погоду здесь совсем все грустно, и ноги разъезжаются, как у коровы на льду. И идти по этой дороге еще 10 километров или чуть больше до Инзерских Зубчаток – то еще удовольствие. Подъезжаем к деревне Николаевка, именно отсюда идет альтернативный маршрут на гору Иремель, альтернативный Челябинской области, поселку Тюлюк. Добро пожаловать на священную гору Башкирии, Иремель. Будто бы нам говорят. Вот так вот. Думаю, тут и говорить-то нечего. Все и так понятно. Сейчас, вот когда такая дорога, когда нет никакой инфраструктуры, а впереди нас ждут еще 3 брода через реку, конечно, этот маршрут не может существовать и работать в каком-то постоянном массовом виде. Мы проехали почти 300 километров. Да. Сколько за это время встретили таких удобных мест, включая кафе, туалеты, стоянки? Если не брать прямо выезд из Уфы, а вот так уже, когда мы чуть подальше отъехали, я думаю, что это было буквально пару мест. Ну, одно место в Инзере, ну и так вот больше ты и не вспомнишь каких-то мест, где есть теплый туалет и нормальная кухня. Разговоров о необходимости развития туристической отрасли только я, вот как посторонний для этой темы человек, слышу лет 15. Вот именно, вот игры, еще раз, четкие, понятные правила игры для бизнеса, чтобы они зашли, начали работать, их еще до сих пор не создано. Сегодня все понимают, в Бурзяне вся уникальность есть, не хватает инфраструктуры, нету дорог, нету нормальных гостиниц. Да? Всем известный Иремель. Иремель примерно посещают где-то 30 тысяч человек. Из них 10% только с нашей стороны. Со стороны Учалинского района, со стороны Белорецка. Даже меньше 10 официально, ну вот если посчитать. Потому что у нас остальная вся нет. та сторона идет через Тюлю. Челябинская область. Вот понимаете, да? Вроде бы гора Башкирская находится в Башкирии, зарабатывает Челябинская область полностью. Даже уфимские предприниматели в Тюлюке построили турбазу. Турбазу построили Уфимский. там. Да, а мы говорим, Иремель сегодня может еще больше взять, еще больше. Почему? Что мешает с Нет нашей инфраструктуры, там осталось вот со стороны Белорецка достроить буквально там 30-40 километров дороги построить, создать условия, чтобы бизнес зашел, начал строить хотя бы отели, что-то, да, вот эту территорию отдать, электричество туда притащить, поставить, да, достроить мосты через это брод. Государственная задача, конечно. Вот именно, это государственная задача. Внутри заповедника 3 брода, получается, через которых надо проходить, да, для людей, чтобы пешком прошли. Там много-то. Она должна быть хотя бы... Там-то нужны копейки вложить, условно, копейки. 30 километров асфальта это не копейки. Это для республики, в республиканском масштабе, это на самом деле не такие уж большие деньги. С точки зрения бизнеса это большие деньги. С точки зрения республики на инфраструктурные проекты это небольшие деньги, которые за собой потащит первый поток, людей начнут ездить туда уже, да, даже если инфраструктуры не будет, оттуда уже начнут подниматься. За ним потянется бизнес, который будет создавать условия для того, чтобы люди могли кушать, могли останавливаться, и все это пойдет. И мы все время... Вот, условно говоря, сразу вопрос, почему туда не идет частный инвестор, в тот же там, условный Бурзянский район, не строит там отели, хотя понятно, что они будут окупаться. Потому что роли республики в этом нет. Республика до этого еще не тащила инвестора, не создавала условия, чтобы инвестор заходил. Мы почему-то все время ищем туристов где-то за пределами республики в первую очередь. Мы смотрим там какие-то европейцы к нам, да, там американцы, китайцы, да, мы все кого-то тащим, да. А просто посмотреть, вот внутренний республиканский туризм, у нас 4 миллиона населения, да. В Советском Союзе эта модель работала. Вот не надо ничего сейчас велосипед даже изобретать, просто вернуться. Вот сейчас, еще раз говорю, вот господин Оброчник об этом говорил. Мы занимали первое место по количеству оздоровленных детей
это отдых детский, да, в том числе походы и все остальное. Это были все всесоюзные маршруты, все сплавы, это были пешие все маршруты, это были конные маршруты. Единственный регион, который более-менее сопоставим с нашими природными условиями, это вот Алтай. Примерно 120 тысяч населения, абсолютно регион является дотационным. У них полностью сейчас вот хотя бы какая-то доходная часть формируется только за счет туризма и за счет Санкура. А может быть даже это и к лучшему для них. Потому что, допустим, у нас, мы уверены, у нас есть нефтянка, у нас есть промышленность. Вот и для нас и проблема. Туризм на 16 месте. Вот. А для них это единственное средство и способ выживания. Я на него лет 15 уже хожу на Еремеле. И тогда, когда там был бардак страшнейший и мусор, сегодня там порядок. Там, да, заказник сегодня великолепно. Больше идут, конечно, со стороны Челябинской области, поменьше идут от республики. Но развивается и будет развиваться. Есть такое мнение, что давайте сохраним дикую природу в первозданном виде. У нас для этого есть заповедники, собственно, в состав которых все территории входят. Да? А вот туристы, которые будут приезжать, они будут там гадить, портить, беспорядок наводить. Вот все-таки как вы считаете, как это совместить? Вот эти два противоречивых понятия. То мнение о том, что в заказниках нельзя заниматься туризмом, надо его уже, наверное, убирать. В заказниках свободно можно заниматься туризмом, тем более там есть определенная охрана, есть определенная уже инфраструктура, есть определенные люди и научные сотрудники. То есть там, где вмешивается государство, где становятся определенные какие-то правила, там начинает развиваться правильный и хороший туризм. Спасибо, мы вернемся к разговору через несколько минут. А пока давайте представим, что условный житель Перми или Владивостока решил приехать в гости в Башкирию. И вот он открывает интернет. И что он увидит, чтобы спланировать свой туристический маршрут по республике? Давайте представим. Любое путешествие сегодня начинается с интернета. Известный блогер Владимир Кобзев рассказывает, что в Башкирии с 2012 года на бюджетные деньги созданы десятки сайтов о местном туризме, но ни один из них по каким-то причинам не работает продолжительно. Вот республика представлена на сайте Ростуризма. История, фото пещер и других природных достопримечательностей. Вот яркий сайт Туризм РБ РФ. И снова пещеры, озера, горы Башкирии и даже подробные маршруты к ним. Вот презентация нового логотипа туризма. Терра Башкирия и скандальное фото с девушками в купальниках. Статья за статьей, сайт за сайтом об одном и том же. Графа новостей же показывает, что этими интернет-площадками давно никто не занимается. Кобзев оценивает главный на сегодняшний день официальный ресурс Башкирии по туризму во всемирной паутине. Это официальный сайт Министерства туризма. Они туда деньги вгоняют. Там сидят какие-то люди и им занимаются, понимаете? Али, оп. Что это такое вообще? Кто-нибудь может понять? Кто это? Что это? Как это выглядит? Стерлитамак. О, вот ссылка есть на Стерлитамак. Давай нажмем. Куда она ведет-то? Бамс. Чудаки. На Википедию они отправляют. Идите, смотрите. Вот такое ощущение, что дети делали. Давайте замерим, на каком они месте. Я вот нажимаю Алекс Трафик. Читаю. В российском рейтинге их даже нет. Сейчас они находятся в мировом рейтинге 4 миллиона 951 005. Место говорит о чем? Что вас никто не читает. Вы вообще никому не нужны. Посещаемость сайта не больше 2 человек в день. Вот ВКонтакте, да? Ну, что мы видим здесь? ВКонтакте количество лайков, посмотрите. 0. Люди не понимают, что вы даже существуете. Здесь спам идет, рекламу, они даже не следят за ним. Госкомитет, вдумайтесь, они наши деньги получают за это. У них целый отдел, который работает вот с интернетом. Давайте в Facebook зайдем. Вот у нас Татарстан. Смотрим. Последнее обновление 3 часа назад. Теперь по туризму Башкортостана смотрим. А нас, те, которые кричат, что мы-то все ого-го. Последняя публикация 13 марта. Предпоследняя в декабре 2014 года. То есть они за сайтом следят. Каждые 3 года, 4, они выкладывают что-то, чтобы мы понимали, что это ведь не просто так. Вот 5 лет назад в республике обсудили перспективы развития туризма. Ой, мама, это просто, слезы. Ребята, давайте так, сейчас пришел новый министр, займитесь этим кто-нибудь. А тех, которые это все делали, вызовите в кабинет и скажите: идиоты, вы что тут наделали? Пускай они перед нами вот встанут вот как-то вот так вот и ответят в каком-нибудь фейсбуке, вот здесь вот. Простите нас, пожалуйста, господа хорошие. Мы, государственный комитет,
вот так все сделали, потому что у нас не было хорошего министра. Сейчас он пришел. А мы скажем, верните тогда сначала деньги за то, что вы взяли. И потом начнем делать новые на эти денежки. Сейчас 21 век. А информационное поле совершенно другое, чем в советские времена. Интернет. И вы знаете, когда мы готовили программу, мы столкнулись с тем, да, навигация это на уровне каменного века. Вот что с этим делать? Это тоже должно взять на себя государство? Конечно. Или кто? Конечно. Или каждый отдельный туроператор в отделе? Смотрите, Камиль, говоря о проблемах туризма, с точки зрения бизнеса, он несколько вещей четко обозначил. Это, если все это объединить, это доступность. Доступность туристических объектов, доступность вообще природы. В том числе информационная доступность? Информационная, логистическая доступность. Это вот те задачи, которые должен обеспечивать государство. Не бывает такого, что пока есть требования, есть эти указатели, как они должны быть, как они должны, то есть когда мы едем, мы четко должны понимать. Мы же города знаем, вот это здесь поворачиваем, туда едем. Навигатор. Да? Навигатор. Если разрешите, я скажу так. Нужно начинать с того, что в городе должен быть какой-то серьезный центр по туризму, где можно в городе было или бы... в республике? Он будет республиканский, но он должен сидеть в городе в центре. Даже я прикинул, в последнее время неплохо было бы сделать на пешеходной дороге Мустая-Карима, которой будут собираться скоро громадное количество людей. А самое главное, по опыту мы уже знаем, любой гость, приезжая в город, первым делом ищет пешеходную, хорошую дорожку, где можно ознакомиться с историей. И тут можно было бы ознакомиться и с туризмом. Спасибо, мы вернемся к разговору после сюжета. Есть в туристической отрасли Башкирии и перспективное направление, где мы двигаемся быстрее. Практически одновременно появились и уже были презентованы планы по созданию 2 уникальных геопарков на территории республики – Таратау и Янгантау. И руководство республики сейчас усиленно работает над тем, чтобы эти территории комплексно развивались, получили международный статус и вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Подробности в нашем материале. Эта история началась 250 миллионов лет назад. Эти кадры были сделаны специально для презентации геопарка Таратау в ЮНЕСКо. Всемирный охранный статус позволит привлечь к республике, к шиханам внимание не только научного сообщества, но и туристов из разных стран. На сегодняшний день проект самый насыщенный в России. Вместе с шиханами в нем 47 природных объектов, из которых 27 особо охраняемые. Геопарк Таратау, он делится на 7 кластеров. Культурный кластер, так называемый, где будет центром Таратау. Научный, это где будет центром Шихан-Юрактау. Оздоровительный кластер, это, естественно, санаторий Красноусольский. Спортивный с центром турбаза, скорее всего, Зелим. Археологический центр у нас будет Хазиново, пещерный Макарова и историко-культурный это Верхотор, старый медиплавильный завод. Плюс местное население может организовывать, допустим, такой вид туризма, как агротуризм, когда отдыхающий знакомится с бытом местного населения. Все перечисленные достопримечательности и места отдыха сегодня посещают примерно 100 тысяч человек в год. Только объединение их в геопарк под единый бренд Таратау позволит привлечь как минимум в 3 раза больше туристов. Его управлением будет заниматься специально созданный Центр науки. Я уверен, что такая территория даст и новые рабочие места, и интерес жителей участвовать и сохранять окружающую природу, и возможность людям развиваться. Первый этап проекта планируется реализовать до конца 2021 года. При этом финансирование на создание инфраструктуры будет привлекаться не только из местного бюджета, но и из федерального по различным программам поддержки. Скажите, пожалуйста, вот резюмируя наше сегодняшнее обсуждение, свет в конце тоннеля по вопросу развития внутреннего туризма есть? Взять надо опыт, первое, советского периода, второе, создавать этот совет, третье, сделать какую-то паспортизацию наиболее важных объектов, которые на самом деле наше национальное достояние. Везде должен быть контроль. Ну, о чем говорите? У нас ведь нет даже толковой элементарной туристической карты Уфы. Да. В бумажном варианте ее просто нет. И первым делом люди, которые прилетают в Уфу, они интересуются, им разводят руками. Нет. Салават, по поводу света в конце тоннеля. Он есть, я даже уверен в этом, но я думаю, что ситуация изменится. И когда мы у себя в головах поменяем отношение к туризму, и для бизнеса он эти копейки в рубли
посчитает. И для бюджета эти поступления, копейки, рубли, и для местного населения. Камил, коротко. Чтобы мы могли турпотоки увеличить, чтобы регион мог на этом зарабатывать, конечно же, нужна жесткая государственная политика, которую, надеюсь, Ради Фаритович начал и продолжит. Мы, как участники рынка, как бизнес и общественные, так скажем, представители, мы это поддерживаем. И, конечно же, я думаю, жители республики тоже будут за и поймут, что туризм приносит доход не только для турфирм, но и открывает новые рабочие места, рестораны, кафе, общепиты, гостиницы, транспорт. И, что очень важно, открывает республику для всего мира. Конечно. Туризм – это очень широкая отрасль экономики, и обязательно бергелеп балдырабыз. Да, уважаемые гости, ну, допустим, вот для меня главный результат вот успешного развития туризма было бы, если бы условного москвича спросить, где находится Уфа и Башкирия, и он обязательно скажет 100%: я знаю, где это, я там был, нам очень понравилось. Вот это будет главный результат. Да. Большое вам спасибо за честный предметный разговор. Спасибо, что вы пришли. Спасибо. В итоге, Руслан, вот наш весь разговор сегодня, на мой взгляд, мы к чему пришли? К тому, что нет у нас такой хорошей обертки, что ли, у туризма. Маркетолога хорошего не хватает, возможно. Слушай, не, ну как обертка? Есть вот Эра Башкирия, мы, правда, видели его на самых неожиданных местах. Да, ну, на самом деле, вот как я для себя понял, да, нам не хватает конкретного государственного органа, который отвечал бы за это направление, из кого можно было спрашивать. Хватит плодить эти органы, департаменты. Давай честно говорить, у нас вообще есть люди, готовые взять на себя ответственность, которые точно знают, как должен развиваться туризм, который бы приносил деньги. Мы сегодня убедились, что вот в этой сфере туризма у нас полно профессиональных, компетентных людей. А спросить, к сожалению, некого. Тут вот четко понятно, что нужна твердая хозяйская государственная рука. На следующий день после записи программы Салават Нафиков был назначен председателем вновь созданного Госкомитета Башкирия по туризму. Добро пожаловать, но мы вас особо не ждали. По такому парадоксальному принципу существует пока туристическая отрасль Башкирии, уникальная по своему потенциалу. Природа и памятные места у нас на зависть остальным, но упаковка и сервис не сильно продвинулись с тех славных пор, когда полстраны ехала на край света за туманом и за запахом тайги и не парилась особо по поводу удобств или навигации. Времена давно изменились, современному туристу требуется внимание и комфорт. Отдых – дело серьезное, и это не только наши доходы, но и лицо. Главное, что есть люди, которые хотят и, я уверен, могут изменить все к лучшему. Еду я на родину, и она нам нравится, тем более, что она красавица. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны. До свидания и берегите себя и своих близких.